Уйти от уголовной ответственности, купить за деньги оценку на экзамене или же превысить цену за оказание услуг. Причин для коррупции много, но если попался, итог один – неизбежное наказание. В 2023 году на территории республики выявлены 47 преступлений коррупционной направленности. При этом в первом полугодии 2024 года уже выявлено более 40 преступлений, что говорит о положительной динамике в борьбе с коррупцией. В этом году на 90% увеличилось количество выявленных фактов взяточничества с 10 преступлений в прошлом году до 19 в текущем году. В отчетном периоде, то есть в первом полугодии 2024 года, выявлялись факты получения взяток преподавателям высшего учебного заведения и руководством государственного автономного учреждения Управления государственной экспертизы Республики Ингушетия. Выявлены факты мошенничества с использованием служебного положения руководителями юридических лиц при исполнении государственных и муниципальных контрактов, факты дачи взяток сотрудникам правоохранительных органов, а также посредничество во взяточничестве. Основная часть указанных преступлений выявляется сотрудниками органов Федеральной службы безопасности и органов внутренних дел. От административки и штрафа до лишения свободы на 15 лет. Наказать за коррупцию могут по-разному. Все зависит от степени преступления. Жесткое наказание в этом году понес директор одной из фирм, который занимался строительством школы. Мужчина хотел забрать деньги за работы, которые не делал. В итоге пострадал бюджет и дети, которые в новую школу так и не пошли. Допустим, в текущем году осужден руководитель коммерческой организации к 6 годам лишения свободы за хищение бюджетных средств в размере свыше 209 миллионов рублей. В 2024 году в суд направлено уголовное дело в отношении налогового инспектора УФНС по Республике Ингушетия за получение взятки. В настоящее время уголовное дело рассматривается Магасским районным судом Республики Ингушетия. Всего за прошлый год осуждено 24 человека, из которых 18 физических лиц, а 11 должностные лица правоохранительных органов, сотрудники государственных и муниципальных органов власти и учреждений, руководители коммерческих организаций. В текущем году осуждено 15 лиц, из которых 7 физических лиц, а также 8 должностных лиц правоохранительных органов, сотрудников государственных и муниципальных учреждений, руководителей коммерческих организаций. Основным актом в системе мер борьбы с коррупцией является федеральный закон о противодействии коррупции. Наиболее опасным считается взятничество, предусмотренное в статьях 290 и 291 УК РФ. Коррупция посягает на основы государственной власти, нарушает нормальную управленческую деятельность государственных и муниципальных органов и учреждений, подрывает их авторитет, затрудняет экономическое развитие. Муслим Ганиев, Али Зязиков, Магас 24.